В Сухуми 4 дня работал 7-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Без преувеличения главное событие недели. На форум съехались гости из Турции, стран Ближнего Востока, республик Северного Кавказа. Обсуждались вопросы сохранения и развития языка, дальнейшие планы по возвращению абхазо-адыгской диаспоры на историческую родину. Говорилось о том, как улучшить демографическую ситуацию и сохранить национальную идентичность. Новые вызовы современности требуют расширения и укрепления культурных и научных связей. Были внесены изменения в структуру Конгресса и избран новый руководитель организации. Хроника 7-го съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в репортаже Ирины Арчба. 250 делегатов и гостей из России, Турции, стран Ближнего Востока и, конечно, Абхазии собрал открывшийся в Сухуми очередной 7-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса – очень важное событие в перспективе развития единства, взаимосвязи наших народов, отметил, приветствуя участников съезда президент Рауль Хаджимба. Мы собрались здесь, чтобы еще раз обратиться к нашей истории, дать оценку современному состоянию, обсудить намеченные цели и существующие на сегодняшний день проблемы, подчеркнул президент. وبسقي حثمي كحجروب عادك بسوق حمدزم وسقن بيعام تزينت فيز أبيوزة تقلا زاشا حونا هيدقلن هاي بشردود زحخجن يخاو جرانزا عندكار أرجل راح الجو خاخو بحا منكون أبخا أجابي أمي حكلر تقلا زاشا بحثرو. Рауль Хаджимба напомнил, что Абхазо-Абазинский конгресс зародился в тяжелое для народа Абхазии время и сыграл большую роль в укреплении государства и налаживании связей Абхазии с диаспорой, проживающей в различных странах мира. Как подчеркнул глава государства, сделано немало, но необходимо продолжать эту работу, создавать продуманные механизмы сохранения национальной культуры, мировоззрения. О сохранении родного языка, культуры и традиций, как о главной задаче всех представителей абхазов и абазин, где бы они ни проживали, говорил в своей приветственной речи и вице-президент Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Сергей Пазов. Представители абхазской диаспоры разбросаны по всему миру, но у нас есть маленькая независимая родина, и мы все вместе должны сделать так, чтобы Абхазия стала сильным и развитым государством, отмечалось в выступлении вице-президента Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Джаналетдина Ардзенба. Приветственное обращение к участникам съезда прислала постоянный представитель Республики Абхазия в Германии Хибла Амичба. В обращении, в частности, предлагается провести всемирную перепись абхазского, абазинского, черкесско-адыгского народов. Для этой цели уже создан специальный сайт. Опросник охватывает, помимо данных по численности и географии проживания, пункты в части специалистов в той или иной области, состоянию родных языков и другое. Помимо этого, сайт будет способствовать объединению наций, братских народов для координации, взаимосвязи и притяжения к исторической родине. Председатель Федерации абхазских культурных центров Турции Атанур Акусба подчеркнул, что для объединения всех абхазов в Турции проделано немало работы, но ее необходимо продолжать. Представители абхазской диаспоры Турции, участвующие в работе съезда, предлагали уточнить название конгресса и впредь именовать его Постоянный Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа. Об этом от имени членов делегации сказал в частности Реджеп Агарба. Кроме того, абхазская диаспора Турции предлагает повысить статус Госкомитета по репатриации, преобразовав его в министерство, а также выработать, используя мировой опыт, оптимальную политику в сфере репатриации. Второй день работы съезда делегаты посвятили решению кадровых вопросов, принятию нового устава и положения Конгресса. Согласно новому уставу, вместо должности президента создан Высший совет Ассоциации Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Должность генерального секретаря отныне будет называться исполнительной. Председателем Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса единогласно был избран Муса Экзеков. Новый глава организации сменил на этом посту Тарасу Шамба, который возглавлял конгресс четверть века. Он был избран почетным президентом организации. В рамках съезда были проведены заседания, различные встречи и круглые столы. А 9 декабря в субботу президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с участниками 7-го съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Президент подчеркнул, что государство будет оказывать всестороннюю поддержку работе конгресса.
Абарҭ амшқәа имҩаԥысуаз аконгресс, шәызлацәажәоз азҵаарақәа зегьы шәықәгылақәа рҿы ишәҳәоз ак акәын, изызкыз ак акәын, ҳаԥсуара ҳәынҭқарра ихьыԥшыму рыхьчара, шәахьыҟазаалакгьы, агьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҟны шәахьыҟоугьы, иахьа уажәраанӡа ишәгәыдыҳәҳәалан иаажәгоз шәыԥсуара, шәыбызшәа ахьышәыхьчаз, дараӡа аҵакы дууп. Агәра згоит, ҳара иахьа араҟа Аԥсны иқәынхо, шәара шәыда ԥсыхәа шҳамам, шәдыруазар сҭахуп. Санықәгылозгьы исҳәеит, ҳарҭ иҳҭахгәышьоуп зегьы ара шәыҟазарц. Аха иаҳдыруеит уи зегьы уахык иҽнакали, шықәсыла ишалымшо. Аха дацԥашәла абри адгьыл, абри Аԥсынра, ҳаԥсуара шәадҳәало зегьы ишыжәдыруаз здыруеит, аха иҟаҳҵароуп уҩыза аҭагылазаашьа цәажәара мацара акәымкәан, иара усла анагӡара аиоуртә еиԥш, аконгресс ахала акымзарак зыҟанаҵацәоуп. Аҳәынҭқарра адгылара моур. Ижәдыруазар сҭахуп, иааҟашәҵо зегь ҳадгылоит, ҳацныҟәоит. Седьмой съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса завершает свою работу в воскресенье, 10 декабря. С утра делегаты и гости форума возложат венки и цветы к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинова, после чего побывают на исторической поляне в селе Лыхны, где в 1992 году состоялся первый съезд. А сейчас к главной теме программы – итогам съезда. У нас в гостях Муса Экзеков, избранный председателем Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Это его первое интервью в новом качестве. Здравствуйте, Муса Хабалевич. Здравствуйте. Мы искренне вас поздравляем с назначением на должность председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. У меня первый такой вопрос. Ожидали ли вы такое решение съезда? Было ли это для вас неожиданностью? Сказать, что гарантированно что-то должно было произойти, конечно, нет. Меня еще не все знали, мы по ходу этого мероприятия готовились, знакомились, и поэтому я вообще спокойно к этому относился и смотрел так вот. Я зачитываю программу, я излагаю свое видение. Если делегатам понравится такая программа, если они его поддержат, скорее всего, проголосуют за. Вот такое было восприятие. Вы известный меценат, предприниматель, профессор, кавалер ордена Ахдзавша второй степени, руководитель Абазино-Абхазского объединения Алашара. Плюс ко всему вы мастер спорта. Если я что-то пропустила, дополните. Слишком много сказано, на самом деле. Было бы еще нескромно что-то добавлять, и так слишком много сказали. Первый конгресс абхазо-абазинского народа прошел в разгар войны, это был октябрь 1992 года, и тогда цель и задача стояла одна – выстоять и выиграть. Какие сейчас, на ваш взгляд, первоочередные задачи у конгресса? Хотел бы еще раз выразить огромнейшую благодарность Тарасу Мироновичу Шамбо, Геннадию Шариковичу Аламе, всей команде за то, что действительно в самые тяжелые дни для Абхазии они быстро создали такую организацию, которая позволила намного активнее решать те задачи, которые нужно было решать на то очень суровое, очень тяжелое время для нашего народа. Поэтому всем, кто состоял в организации вот до сегодняшнего дня, они остаются, мы будем с ними работать, мы будем консультироваться у них. Хотел сказать высочайшую благодарность. Сегодня у нас очень серьезнейшая задача в самое кратчайшее время создать структуру, сетевую структуру управления по решению теми задачами, которые мы в ближайшее время, опять же, выработаем. Программу развития нашего народа по всему миру, где бы они ни проживали. И, соответственно, мы будем эти программы писать в соответствии с теми законами, где они проживают, в соответствии с теми требованиями, которые там существуют, чтобы не было противоречий. И
Также мы создадим единый информационный портал для всех абаза на Земле, чтобы мы могли бы все вот находиться в едином информационном поле, чтобы мы могли общаться. Сейчас нужно консолидировать все силы для того, чтобы мы уверенно шагнули вперед. Абхазская диаспора Турции считает, что нужно активизировать работу Госкомитета по репатриации Абхазии. Как бы вы оценили политику репатриации вот в республике, насколько она эффективна? Политика репатриации в Абхазии очень хорошо проработанная, я ее поддерживаю. Они сегодня могут, действительно, они делают то, что они могут делать, но экономически, значит, на тот бюджет, который они могут реализовывать свои проекты, свои программы. Несмотря на то, что у них уже есть программа, они хотят ее усовершенствовать. Мы говорили вместе об этом с руководителем департамента по репатриации. Поэтому вот они не стоят на месте, они думают, как улучшить свою работу, какие программы дальше добавить к тому, что уже есть. Очень плотно общаются и со всеми нашими представителями в Турции. Я знаю, какой они очень... Во-первых, команда сейчас очень хорошая. Мы будем работать вместе. Мы говорим сегодня о том, что нужно делать, по тем структурам, которые мы будем создавать, по тем программам, которые мы будем писать. Мы вместе это будем делать, мы вместе это будем писать, поэтому и реализовывать вместе с комитетом по репатриации. Я думаю, что у них потенциал, вот когда мы вместе объединимся, им гораздо будет лучше работать, и я думаю, что эффективность повысим в этом плане, так как одна из главнейших задач нашей организации как раз заключается в том, чтобы сделать все необходимое, все возможное для комфортного возвращения на родину всех тех, кто желает вернуться. А есть ли смысл повышать статус Госкомитета и преобразовывать его в министерство? Тоже звучало вот такое предложение. Если от этого будет увеличиваться бюджет, если от того, что будет называться министерством, то я бы поддержал вот такую идею. Раскройте скобки, вот какие, вот пару программ, если вы можете привести в пример, которые вы собираетесь запускать. Во-первых, самое легкое, самое, наверное, сегодня очень нужное. Никто не знает сегодня, сколько у нас по миру и где мы есть. Хотя бы даже в Турции однозначно никто не знает, сколько нас всего. То есть пора вести перепись. Да, мы начнем проводить перепись. Первый, самый-самый-самый вот проекты, которые сегодня мы будем делать, это где-то несколько крупных проектов по культуре и по спорту совместных. Абхазия, Северный Кавказ, Карачаево-Черкесия, Турция, может быть, другие регионы. Вот сейчас вот мы активизируемся, чтобы мы проводили совместные культурные мероприятия. Ну, то, что мы проводим сегодня как Дни культуры в России, в Карачаево-Черкесии, то, что мы проводим в России, и День флага в Абхазии. Мы это объединили, и мы совместно проводим эти мероприятия. Они такие очень эмоционально высоко заряжены. Работа Конгресса будет в основном сосредоточена на объединении абхазо-абазинского народа, или вы будете работать со всем черкесским миром? Я приведу пример по Карачаево-Черкесии, где у нас уже успешно реализовывается проект Алашара. У нас есть филиал в Черкеске. Алашара вообще вот создана в Санкт-Петербурге. Консалтинг сопровождается там, бухгалтерские, юридические все вопросы. Ведется в Санкт-Петербурге, хотя значит, у нас очень серьезная юридическая группа, которая работает в Черкеске, которая непосредственно работает со всеми населенными пунктами абазинскими, 13 населенными пунктами, сопровождают оказывают юридическую помощь. А Алашара в Карачаево-Черкесии разрабатывает ежегодно программу по развитию, сохранению этноса, куда входит направление язык, направление культура, спорт, медицина, образование,
семья и дети и так далее, и так далее, и так далее. И по каждому направлению работают у нас лучшие эксперты, которые у нас есть в Карачаево-Черкесии. С этими экспертами мы прописываем программу каждого года, то, что нужно делать, то, что сегодня необходимо. Более того, мы год назад объединили все общественные организации абазинские. Теперь у нас одна единая ассоциация всех общественных организаций. Советы старейшин, женсоветы, ветераны, комитет по молодежи и так далее. То есть единой командой сейчас все вместе реализовываем тоже отдельно, Апсадгил называется ассоциация, вот Апсадгил тоже свою программу выполняет, но в основном они более эффективно помогают воплощать программу Алашара по Карачаево-Черкесии, по Ставрополю, по Ставропольскому краю. Мы всем населению, всем народам пишем программу развития каждого села. Люди начинают интеллектуально участвовать в том, что плохо, что хорошо, что мы должны сделать, чтобы наша жизнь стала лучше. По сути дела, такие программы, такие проекты доходят до каждого человека. Мы все начинаем понимать, что если мы вместе, если мы едины, то у нас дела идут лучше. Этот опыт мы будем перекладывать и в Абхазии, и в Турции, и в другие регионы. Сейчас не буду называть очень уважаемых афганских бизнесменов, которые, услышав о том, что вот происходит в наших населенных пунктах, попросили, давайте в Абхазии тоже это будем делать. Хотела вернуться к Конгрессу. Его структура, насколько она эффективна в работе? Собираетесь ли вы что-то в структуре самой организации менять? Есть ли смысл в этом? Насколько Уже она начали мобильная, менять. эта структура? Да. А мы стали менять уже структуру руководителей организаций. Далее это вот будет как штаб, секретариат, который будет состоять из очень серьезных менеджеров. Далее будет информационное агентство, которое будет сопровождать все наши мероприятия до, во время и после, освещать все мероприятия. Далее, значит, будут руководители руководители представительств по странам. Следующее будет, этого не было. Будет структура руководителей региона, если я повторяюсь. И мы создадим систему, которая позволит нам эффективно разрабатывать программы и реализовывать их. А мы для кого эти все программы делаем? Для людей. А значит, мы должны дойти до людей. И чтобы эти программы до них доходили, чтобы они чувствовали качество нашей работы. Чувствовали это мало. Надо сделать так, чтобы они были вовлечены в эти процессы, чтобы мы совместно меняли условия своей жизни, меняли ее качественно. Извините, там качество воды, анализ качества воды в населенных пунктах, там всегда участвует, проверяем, там, извините, даже занимаемся вопросами там, по мусору, мы занимаемся детскими садами, мы занимаемся, по сути, там, сейчас вот разрабатываем проект сельского доктора, чтобы у нас была картотека каждого жителя села, чтобы мы знали здоровье каждого человека, что нам нужно сделать и так далее, и так далее. В этом направлении у нас очень большие планы, очень большие проекты, и я уверен, что мы очень здорово будем развиваться и в этом направлении тоже. Ну, вы, я так понимаю, будете в работе с Абхазией привлекать научный потенциал Абхазии, да, специалистов? Алашара совместно с Академией наук Абхазии, которая объединяет всех ученых в Абхазии, и в Карачаево-Черкесии, и в Москве, и не только сейчас мы уже привлекаем к нашей работе и иностранных специалистов. Мы уже третий год плотно работаем по программе сохранения развития языка, историко-культурного наследия, где у нас имеется 3 очень серьезнейших направления. Это сохранение и развитие языка, это, значит, полевые работы и архивные материалы.
И вот в этом плане ученые с ученым мы очень плотно работаем, взаимодействуем. А что касается работы на земле, в населенных пунктах, какие программы нужно разрабатывать, чтобы менять уровень жизни населения, конечно, мы будем привлекать экспертов не только материально. Естественно, если говорить на культурное направление, мы обязательно подключим всех деятелей культуры, мы предложим им свой вот этот талант донести до каждого ребенка, до каждого молодого человека, в каждую семью, если они способны это делать. Мы будем предлагать им, давать свои предложения на то, что они могут сделать для населения. Работа непочатый край, если мы захотим работать, а мы хотим работать, то каждый талантливый человек, каждый, кто может внести что-то полезное, сделать для своего народа, мы такую площадку, такие возможности обязательно организуем. Да? Конечно. Вспоминается период грузино-абхазской войны, когда мы все были вместе. И в тот период была важна не только военная поддержка, но и моральная тоже. Российское руководство тогда не могло не учитывать настроение северокавказских республик. Вот сейчас, на ваш взгляд, на каком уровне контакты Абхазии с Северным Кавказом? Если взять вот один пример, контакты Карачаево-Черкесии и Абхазии, то они на редкость, как никогда, очень близкие. Если говорить братские, ничего не сказать. Вот, Рашид Барзбеевич Тимирезов непосредственно 2-3 раза был вот за какие-то, за год в Абхазии. Рауль Джункович Хаджинба был в Карачаево-Черкесии 2 или 3 раза тоже. Вице-президент 2 раза ездил. А у нас, во-первых, у нас вот по Алашаре огромные, контакты большие. Кроме этого, вот мы детей своих абазинских привозим, своих, говорю, все вот наши дети привозим в абхазские семьи, абхазских детей, в абазинские семьи. Я считаю, что вот сейчас атмосфера отношений, если говорить про эти две страны, они, конечно, очень высокие, они очень хорошие, и друг друга слышат хорошо, и там, по-моему, по бизнесу тоже какие-то вот проекты имеются серьезные. По культуре понятно, что там, кроме того, что делает Алашара, огромное количество тоже вот мероприятий делается. Я уверен, что и по Адыгее то же самое, по Кабардино-Балкарии, абазины, которых сегодня там пишут как кабардинцев, треть кабардинцев, которые в Кабардино-Балкарии проживают, очень много. И они на генетическом уровне не знают, что они абазины. Они к Абхазии относятся с огромнейшим трепетом. Я думаю, что благодаря еще тому, что руководство Абхазии в этом направлении достаточно хорошо работает. Вы довольно часто бываете в Абхазии с благотворительной миссией и вот с такой миссией по развитию и сохранению абхазского языка. Вы оказываете помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, помогаете спорту и знаете наши проблемы. Вот как бы вы оценили экономическую ситуацию в стране, как мы развиваемся, на ваш взгляд? Медленно. Медленно. Тому есть, конечно, определенные причины, но потенциал экономический в Абхазии, конечно, великий. Есть много направлений, которые можно и нужно развивать в Абхазии. Какие направления нам нужно развивать? Вы знаете, понятно, что все знают, что туристическое направление нужно развивать. Невероятнейший, я думаю, самый большой потенциал в Абхазии в паломническом туризме. Невероятнейший. Столько исторических мест, которых понятно, что по составу и по количеству нету нигде, я уверен. Потом, чтобы в Абхазии не было сезонного бизнеса, нужно развивать всесезонные санаторно-курортные направления, аграрные направления. А в Абхазии, конечно, могли бы создать уникальный город научно-образовательный, где могли бы быть несколько филиалов лучших университетов
России, не только России. Могли бы учиться здесь десятки тысяч молодых людей, многие из которых могли бы остаться и развивать экономику Абхазии. Потенциал ровно столько, сколько мы сделаем. В этом смысле Абхазия с географической точки зрения и вот по локации, я считаю, что, конечно, имеет огромный потенциал. И я уверен, что мы в недалеком будущем откроем этот потенциал и будем очень мощно развивать. Что нам еще нужно сделать для того, чтобы наши соотечественники возвращались на историческую родину? Есть несколько вопросов. Но один из вопросов – это как мы их встречаем. Если мы их встречаем не как наших братьев, а называем, не хочу называть в эфире какими-то вот, ну, не абазы называем, да, а по-другому, вот, мы их называем людьми, которые не похожи на нас. Хотя это наши братья и сестры. Второе, это, я думаю, что многие приезжали и уезжали. Первая причина, вот то, что я сказал. Вторая причина, то, что люди не могут устраиваться на работу, организовывать нормальный там быт. И вот за вот такой, отсутствием такового люди обратно уезжают. Мы хотим, чтобы приезжали, естественно, там, все, ну, в первую очередь молодые люди, которые хотят и готовы работать. И которым легче адаптироваться в новых легче условиях. адаптироваться, там, создавать семьи, рожать много детей. Вот. Для этого нужны экономические предпосылки. Это очень серьезный вопрос. Без этого мы не сделаем успешно развивающее государство. Там, нас должно быть достаточно много. Да вообще, как бы, серьезно хорошие экономические процессы не организовать там, с 200-300 человек. То хотя бы 1 миллион человек должен жить в Абхазии, чтобы здесь вот и бизнес хорошо процветал, и в целом экономика развивалась. И безопасность была Ну, безопасность это на первом месте. Это по факту безопасность должна быть. Это по факту во всех отношениях безопасность должна быть. Завершая нашу беседу, я хотела вот такой вопрос задать. Как нам в эпоху глобализации не растерять себя? Как нам сохранить свою национальную идентичность? Сильно бояться глобализации не нужно. Просто нам нужно последовательно делать то, что и сохранять то, что мы считаем ценным. Нам нужно сохранять свой родной язык. Нам нужно его развивать. Развивать почему? Потому что у нас должен быть деловой язык, у нас должен быть научный язык. Мы должны легко общаться на любую тему. Каждый день появляются какие-то новые слова. В режиме реального времени наши ученые должны, соответственно, эти слова создавать. Что касается своей идентичности, естественно, мы же хорошо воспитаны в традициях и в обычаях, он всегда чувствует себя в 1000 раз увереннее, чем народы, которые не обладают такими замечательными традициями и обычаями, которые у нас есть. Наша сила как раз в том, что до нас донесли наши родители, наши предки. И главное, будем работать, чтобы сохранять вот самое-самое-самое ценное. В домах, в семьях мы все должны говорить на родном языке. Многие жалуются, что вот язык теряем. Дома говорите на родном языке, дома говорите. В ближайшее время мы создадим книгу настольную Апсора, где будут ответы на вопросы, что в этом случае, в каких случаях, как наши родители себя вели, ведут и так далее, что хорошо, что плохо. Я думаю, что это тоже нам очень здорово будет помогать. Что касается языка, вот, создается множество условий тоже для изучения, для совершенствования своего родного языка. Поэтому все в наших руках. То, что у нас есть, нам кажется, мы его никогда не потеряем. Поэтому не сильно вот, храним, сохраняем. Поэтому призываю всех самое вот такое вот родное, самое вот, близкое, это все сохранять. Муса Хабалевич, я на этом завершаю с вами беседу. Спасибо еще раз, что вы пришли к нам в студию. У вас очень много планов, и все они очень важные, и успешной их реализации я вам желаю.
Спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях был Муса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса.